Здравствуйте, уважаемые жители города Канаш. В эфире Анастасия Горшкова. Несмотря на неоднократные предупреждения, жители Чувашии продолжают реагировать на сообщения, объявления мошенников в сети интернет. Так, 20 мая 2017 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя абонентский номер компании МТС, под предлогом продажи автозапчастей для автомобиля разместило объявление на интернет-ресурсе Авито путем обмана и злоупотребления доверием гражданина 1981 года рождения, проживающего в Канашском районе, завладела деньгами в сумме 8 тысяч рублей, которые он перечислил на банковскую карту. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 3 июня 2017 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя абонентский номер под предлогом покупки мебели, объявление которое было размещено на интернет-ресурсе Авито, путем обмана и злоупотребления гражданина 1969 года рождения, завладела деньгами в сумме 8 тысяч рублей. По данному факту также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Одним из самых распространенных способов совершения преступления остается мошенничество, связанное с использованием банковских карт. Отдел МВД России по городу Канашу предупреждает: не доверяйте СМС-сообщениям с незнакомых номеров и телефонным звонкам по поводу вашего счета, пенсии или банковской карты. Всю информацию можно получить исключительно у работников банка, обратившись к ним лично, по телефонам, указанным в официальных документах вашей банковской карты. Ни в коем случае не переводите деньги на подозрительные номера через банкоматы и терминалы. Не сообщайте неизвестным лицам свои ПИН-коды. Если же вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в дежурную часть отдела по номерам телефонов 2 38 19 3 67 00. В преддверии летнего периода основным предметом преступного посягательства все чаще становятся велосипеды, в связи с чем огромная просьба: не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. Забирайте его домой, можно расположить на своих балконах. Кроме этого, во многих жилых домах имеются запираемые подвалы. У вас есть право оставить велосипед там. По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Если сторожить велосипед некому, а вы отошли ненадолго, обязательно пристегивайте его специальным запирающим устройством. Сделайте гравировку на деталях, колесах раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолетовом свете. Преступники велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. На всякий случай храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда. Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – это не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути вора. Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивайте его велозамком, даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин. Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут. Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям, например, продавцу из ближайшего ларька. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости. Если вдруг вы обнаружили пропажу велосипеда, сразу же звоните в полицию по телефону 02. Поищите вокруг камеры видеонаблюдения. Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания. Сообщите о краже велосипеда всем своим друзьям-велосипедистам. Возможно, ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из них. Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового хозяина, тем более с применением силы. Сразу же вызывайте полицию, дальнейшее разбирательство – наша работа. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Горшкова.